Сардана Трофимова, пятикратная чемпионка России. Сейчас она выступает за сборной команды Кыргызстана, где она на днях завоевала бронзовую медаль на азиатских играх, которые проходили в китайском городе Хуанчжоу. Итак, Сардана, ну вот первый вопрос, что такое вот вообще азиатские игры? Ты была участницей чемпионата мира и многих крупных соревнований выступала. А что такое вот азиатские игры? Как она вот организована, вот эта часть? Ну, во-первых, я впервые участвую на таких масштабных соревнованиях. Ну, я была в 2019 году на чемпионате мира в Катаре, но мы туда поехали не полной командой и без флага российского. А тут я поехала в составе команды сборной Кыргызстана, и ну вот общее настроение команды очень чувствовалось. И вообще, когда мы приехали, я как будто прилетела какой-то другой реальный мир. Вот. Было очень все организовано на высшем уровне. И многие спортсмены, которые участвовали на Олимпийских играх, на многих чемпионатах мира, они все говорили, что это, наверное, самая высшая организация, ну, в их памяти. Олимпийский городок, он не такой большой, но и не такой маленький. Получается, две улицы, ну, как круговая, и большие высотки, до 30 этажей, по-моему. И ну, в этих домах, это, говорят, построили за год, вот этот микрорайон олимпийский, и там заселяли спортсменов отдельно, семьи, там тоже у них отдельный городок был. Были автобусы, которые нас возили кушать. Ну, это все в маленьком микрорайоне, получается. Вот, было все очень круто организовано. Ты полетела за 10 дней, чтобы пройти акклиматизацию, да? Да, мы решили спуститься пораньше, чтобы пройти акклиматизацию и ну, этот эффект высокогорья немножко использовать. Какие были вот перед соревнованием тренировки подводящие такие? В самом Ханчжоу я одну работу только сделала, ну, основную работу. Короче, мы 3 месяца тренировались на Искуле, потом спустились в Бишкеке, и вот основные тренировки скоростные я делала в Бишкеке. Потом спустилась и чуть-чуть раскатала перед стартом, и все. В самом городке можно было, ну, там машин нету, поэтому располагала трасса. Сама вот атмосфера прибытия других иностранных государств, где вы там знакомитесь, может быть, со своими соперницами, может быть, какие-то такие моменты? Ну, я ни с кем лично не знакома была, потому что я много лет только в России тренировалась. У меня была подружка, ну, с Кыргызстана, Гульжаной Сатарова. Она много лет уже со сборной Кыргызстана тренируется, ездит по разным таким масштабным соревнованиям, поэтому она начала меня со всеми знакомить. Вот. И было очень приятно, что сборная Кыргызстана меня сразу так, ну, тепло приняли, и ну, как не было такого, что я чужая где-то, ощущение. Вот что изменилось после перехода в сборную Кыргызстана? У меня больше мотивации стало. Ну, даже у меня сейчас, после вот азиатских игр, у меня как будто что-то вот зародилось новое внутри. Хочется больше участвовать на таких. Я жалею те времена, которые я упустила. Вот сколько лет я не выступаю на таких соревнованиях. Вот я вот это жалею, что зря упустила вот это время. Это другой масштаб, и мне пришло осознание того, что Россия очень много теряет, не выступая на таких масштабных соревнованиях. Это очень большая мотивация и тренировка, и на соревнованиях, когда ты вот в одной столовой кушаешь с чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. Там очень много таких спортсменов было, у которых большое достижение. Вот. Была очень хорошая атмосфера, и вот когда даже в составе сборной Кыргызстана, там же тоже есть очень такие большого уровня спортсмены, и то, что вы вместе каждый вечер собираетесь, поздравляете друг друга, ну, кто там выиграет медали, мы собирались внизу каждый день в 10 вечера и поздравляли. Вот эта атмосфера тоже очень, на меня повлияла перед стартом. Ну и в этом году у тебя было тоже такой момент, когда ты вышла замуж, и после этого замужества что-то вот бытовые условия, да, поменялось. Ну, бытовые условия ничего не поменялось, мне муж очень помогает,
Он в Киргизии со мной на сборы ездит, и на длительных, на велике кормит меня, 30-ки, 35, он все катает на велике, даже темповые, короткие отрезки, 3-5 километров, он тоже на велике меня песит. Поэтому он, вот, когда у меня работы, там, пятница, вторник, воскресенье, когда у меня силы мало, он готовит, создает мне условия, поэтому помогает только в плюс. И после замужества я стала более спокойная, и более концентрированно тренироваться, потому что, ну, как-то вот, не знаю, как-то вот так вот ощущаю себя. И тренер тоже самое говорит, что я стала более спокойная. И давайте, было время, когда в 2015 году в Пекине проходили чемпионат мира, но вы выбрали Франкфурт на Майне марафон. Чемпионат России в 2015 году был в мае, потом чемпионат мира был где-то в июле, что ли. И было очень короткое время, ну, стартовать 2 старта сразу. Мы хотели хорошо подготовиться и пробежать. А тогда вот Россия же была в составе, ну, она могла участвовать. И на Олимпиаду выбирали 3, у кого лучшее время в сезоне. И чтобы нам показать хороший результат, нам нужна была полноценная подготовка и хороший старт. И мы выбрали вот Франкфурт на Майне в октябре. И пробежали, вот, ну, показали 2-й результат в сезоне в России. Теперь вот вернемся к самим играм. Как прошли вот сами соревнования? Ну, я была настроена работать. Я о медали не думала. У меня была задача пробежать по нормативу 2:26:50. Я по тренировкам думала, что была готова к этому времени, потому что работы все очень хорошо прошли, сборы очень идеально прошли. И, ну, я со старта начала работать уже на это время. Была задача держаться в тройке до половины, а потом, если останутся силы, побежать, ну, как ноги побегут. Вот. Трасса была половину ровная, но трасса была очень идеально ровная, и погода в этот день очень хорошая была, потому что когда мы приехали первый день в Ханчжоу, стоял туман, даже не было видно рядом зданий, ну, как зимой у нас якутский туман, вот только из-за жары. И было очень влажно дышать и тренироваться. Напомнила чем-то Доху в Катар, где я в 2019 году бежала. Но ну, не так, как Доха. Ну, чуть полегче, но все равно было очень трудно дышать, ну, когда вот только приехали. И 10-ки девочки, и 5-ки девочки почти в таких условиях бегали. А в день марафона была очень комфортная погода. Даже где-то дул ветерок, и где-то там на 2 минуты, наверное, даже моросил дождь. Но все равно это азиатский климат, он другой. И еще половина трассы, получается, трасса состоялась и 10 километров в круг. Сначала хвостик бегали 2 километра, потом 10 километров в круг, 4 раза. И половина, вот 5 километров примерно, она проходила по бетонной плитке вдоль набережки. Вот такая трасса была. Не знаю, из-за этого ли, не из-за этого ли, не знаю. У меня после 30-го километра резко ноги как камень стали. Внутри сила есть, а вот был пункт питания, мы бежали в тройке лидеров, там Бахрейн, китаянка и я были. И была перестановка на пункте питания. Ну вот, Бахрейн вперед вышла, чтобы взять, ну, у нее бутылка впереди была, потом китаянке вода была, потом моя. Вот как-то вот перестановка, выпила воду, они немножко вот ускорились, я хотела за ними, а ноги не бегут. А внутри сила есть. Как-то вот ноги резко вот так схватили, может из-за бетонки, не знаю, как-то вот, вот такое самочувствие было. Но у меня было внутри сила, ну как будто у меня есть желание к ним подбегать, но не могу, ноги не бегут. Ноги не бегут. Я вот до конца, до самого финиша боролась, хотела вот до китаянки добежать, не смогла. Перед стартом вот как-то вы изучаете своих соперниц? Ну, примерно посмотрела. Какие лучшие результаты в этом году или вообще вот какие-то лучшие результаты? Ну, у на что они китайцев же могут все так очень хорошо организовано, даже протокол у них очень такой, прям детальный протокол. Есть лучшие результаты сезона,
лучший результат за все время получается. И даже когда заходишь на человека, пишут о нем замужем, не замужем, как мужа зовут, чем увлекается, хобби. Короче, все можно узнать про соперника. Вот у них такой детальный протокол. Поэтому, ну, как, естественно, я посмотрела, но не стала, ну, как углубленно. Посмотрела результаты, с кем можно стоять. Но это марафон. В марафоне всегда бывают сюрпризы, всегда бывает, ну, как думаешь, вот эта вот соперница, а она где-то окажется сзади. Вот на него даже не посмотришь, а она вот впереди у тебя побежит. Ну, Бахрейн я сразу как заметила, что 2:20 не нужно. 2:21 было. Ну, это кенийка, легионер тоже с Бахрейна выступает. Хорошо. Ну, знаешь, что у вас цель Олимпийские игры. Как нашла сила после того, как ты пропустила и Олимпийские игры в 2016 году в Рио-де-Жанейро, и Олимпийские игры в Токио? Как вот потом нашла силу, мотивацию, чтобы продолжать? Ну, в Токио я еще такая молодая была, после Токио в Рио. Поэтому, ну, у меня даже и в мыслях не было расстраиваться. Я думаю, у меня все впереди, до Токио, думала, дойду. Потом после Токио после Токио этот год был самый тяжелый, потому что у меня было 3 старта за 7 месяцев. И последний старт я сошла же. 4-й старт я сошла, потому что уже износ организма был, и еще то, что вот Токио не пустили, я очень сильно эмоционально расстроена была. Это очень сильно влияет на форму спортсмена еще. Потом немножко была реально апатия у меня была, я не хотела тренироваться и выходить на старт на московский марафон и на чемпионат России. Потому что сколько лет, одно и то же, одни и те же соперники, мне это так надоело, и тренер это понимала, и мы решили, что в этом году, в этот раз мы должны обязательно гражданство поменять. Хоть как будет, но вот должны. И вот решились. Все у меня спрашивают, почему ты раньше не поменяла гражданство. Сразу хочу ответить, что это не просто поменять спортивное гражданство и гражданство. Это не очень просто. Но были проблемы, были причины, поэтому мы не меняли раньше. Вот, хочу так сказать. После какой тренировки ты думаешь, что ты уже вот готова к старту? Ближе к старту у нас бывают последние длительные, последние длительные, после этого у тебя уже объем снижается. У нас последняя длительная бывает немножко скоростная. Я после вот этих длительных чувствую, что я могу уже, время, я могу поработать нормально 2,5 часа, организм. Я все равно делаю длительные, но бывает иногда перебегаю к финишу уставшая после тренировки. Мышцы болят, ты через себя бегаешь. А последняя такая длительная, я прибежала очень свежая, я поэтому почувствовала, что я готова к старту. А потом этот контрольный старт делаем. Вот, за 2 недели до старта у нас контрольный старт, и по контрольному старту мы следим. Какую дистанцию бегаете? В основном 10-12 километров. В этот раз мы в Бишкеке бежали, там не нашли ровную трассу. Бишкек, он такой подъемы, спуски, и ровную трассу найти очень сложно. У нас получился тоже 4 километра подъем, 4 спуск, примерно то, что дала тренер, по какому времени бежать, я прибежала. Потом поняла, что нормально могу поработать. В каком-то интервью я слышал, что ты говорила, хочешь поехать в Кению, готовиться там, посмотреть, как они тренируются. Раньше у меня было огромное желание, прям горело Кенией, а потом этот тренер говорит, кто бежит после Кении, Вы сделали анализ после тех, которые кенийки, да, кенийки бегут, а кто европейцы, после Кении мы 2:23 максимально могут бежать. Я после Киргизии 2:24 бежала, то же самое. В Кении надо иметь очень много времени, там же очень сильная высота, и нужно очень много времени на адаптацию чисто. Ты приезжаешь туда, и чисто там 2-3 недели
только кроссовые, то вы по 5:30 бегать. М. Поэтому можно сделать сбор втягивающий, какой-нибудь легкий сбор. Как-то вот перед соревнованиями ответственными рисковать не хочется. Я же не знаю, как пойдет, там, после какого дня мне хорошо будет, плохо будет. А вот Киргизия, это у нас как уже изучили Киргизию, как вот так. Сколько стартов сделали после Киргизии. Ага. Этот год вот, особенно вот конец, буквально недавно были установлены два очень таких солидные мировые рекорда. Это среди женщин Тигис Асепа, эфиопка, 2 часа 11 минут 53 секунды в Берлине. И Келвин Киптум, он в Чикаго пробежал за 2 часа 00:35. Вот как ты, эксперт, немножко прокомментируй про эти результаты. Я вообще, вот у меня даже в голове не укладывается, как женщина может бежать 2:11, потому что у нас в России 7 лет мужчины не могут так бегать. 2:11. Ну как женщина? Вот я не могу комментировать это. Это вообще, что надо делать? Я вообще не знаю. А вот марафоны, мейджоры, там Комрас или Два океана, в будущем что-то такое планируется у тебя? Да, у меня есть огромное желание пробежать вот старты, где бежала мой тренер Татьяна Жиркова. Она вот выиграла такие масштабные соревнования, как Комрадос, Два океана. Вот. И я хочу повторить ее путь. Ну, вот когда-нибудь пробежать вот эти два больших старта. Вот именно Ту Ocean и этот Комрадос. И вот на последних этих стартах ты еще пока не выполнила олимпийский норматив. Ну, некоторые там, я в интернете полазил, и кто-то там написал, уже она выполнила, и с чем и поздравляем. Такие были тоже комментарии. Что ты говоришь по этому поводу, и когда планируешь, чтобы олимпийский норматив выполнить? Олимпийский норматив я по времени не выполнила, но мне говорили, что кто попадает в тройку, дают квоту на Олимпийские игры. Но я точно не знаю. Еще в Олимпийские игры можно попасть по рейтингу. Если ты в рейтинге 80 человек, это считается по чемпионату Кыргызстана. Ну, как любые соревнования ты бежишь, любые старты дают рейтинги. Азиатские игры очень хорошие рейтинги дают. Очень много очков дают. И если ты попадаешь в 80 спортсменов, ты вот едешь на Олимпийские игры. Это если по рейтингу. Ну, у нас план А это по нормативу бежать. План Б это по рейтингу. Каков уровень легкой атлетики в Республике Кыргызстан? В марафоне я первая в истории, кто принесла на азиатских играх медаль по марафону. Но у них рекорд Кыргызстана стоит 2:26:30, по-моему. Ну, как реальное время можно выполнить. И, ну, так, да, есть девочки, которые молодые, хорошо начинают бегать. Есть спортсмены, которые вот показывают хорошие результаты на уровне. У них есть азиатские чемпионы, ну, прошлых игр. Азиатские, там, 10-ку девочка выиграла. Я вот вспомнил со сборной Кыргызстана, что связано, я знаю, Сатымкул Джаманазаров был в 1980 году на Московской Олимпиаде. Единственный человек из Советского Союза тогдашнего, он единственный человек, который владеет олимпийской медалью, бронзовой медалью он тогда завоевал. Ну, его сейчас с нами уже нету. Так, ну вот, продолжим. Ты стала вот медиа-личностью. Что-то изменилось в жизненных отношениях? Ну, как сказать? Надо следить за собой где-то в каких-то общественных местах. Не сразу вот, типа, проснулась и стала медиа-личностью. Это как-то постепенно пришло в мою жизнь. И, ну, как-то, да, я уже привыкла. И как-то, ну, иногда это мешает, иногда это, наоборот, как-то приятно бывает. Ну, я не такая там мега-супер какая-то, но люди узнают, здороваются, поздравляют. И в Кыргызстане тоже поздравляют, здороваются. Как-то вот. Но все равно, конечно, я стала как-то... Уже когда куда-то выходишь, куда-нибудь, ты уже следишь за собой. Ну, там,
стараешься максимально не показывать плохие черты. Советы молодым, как вот добиться поставленных целей. Кто-то смотрит на это видео и подумает, я тоже хочу быть как Сардана Трофимова. Ну, у человека есть два варианта: делать и не делать. Если ты хочешь что-то делать, ты должен это, ну как, хоть что там мешает, ты должна все пройти и идти вперед. Ну, как, даже в моем случае мне говорят, ты не будешь участвовать на Олимпиаде. Я нашла другой вариант. Есть спортсмены, которые в России, ну, которые могут тоже это делать, но у них, ну, они выбрали другой выбор. Это, возможно, обстоятельства, но даже обстоятельства не должны помешать твоему плану, ну, твоей цели. Вот. И что бы то ни стало, надо вот стараться делать все, что ты хочешь, максимально. У тебя было по контракту фирма Adidas. Сейчас вот какие условия сейчас по этому поводу? Ну, пока у меня сейчас контракта нету ни с какой фирмой. Ну вот, да, Adidas жалко, что ушли после ситуации в России. Но я пока открыта к предложениям. Хочу тоже, ну, мне хочется тоже с Adidas дальше работать. Думаю, выполню норматив и думаю, выйдут на меня какие-нибудь фирмы. Сейчас на чем бегала? Я сейчас бежала в Vaporfly Найках. Бежала. Мне очень сложно подобрать кроссовки, марафонки беговые. Вот Vaporfly это единственные марафонки, которые мне подошли. Я на сборах пробовала очень много кроссовок. Какие-то кроссовки вроде бы подходят, потом начинаются какие-то травмы. Какие-то кроссовки. Вот я люблю, когда вот я бегу марафон, не думать о кроссовках. Не думать о них, вообще забыть. Ну, чтобы это кроссовки были продолжением моей стопы. Вот. В Vaporfly я чувствовала себя именно так. Я вообще о кроссовках забыла, что у меня есть какие-то кроссовки, они хорошие, плохие, или толкают, не толкают. Я об этом не думала. Значит, это хорошие кроссовки. Вот. Хочу посоветовать любителям, спортсменам, молодым не увлекаться карбонами, потому что сейчас очень модно стало покупать карбоны, но это очень травмоопасный вид обуви, карбона. Если у вас стопа подготовлена, только так можно купить. Если вы купили карбоны, просто не носите их каждый день, ну, чередуйте там раз в неделю, потом 2 недели так, потом 2 раза в неделю, ну как чередуйте, потому что карбоны, они очень опасные. Я на себе это испытала. Травмы случаются, я не понимаю, что происходит. Вроде бы все нормально, восстановление все ровно делаю, но травма не проходит. Меняю кроссовки, травма исчезает. Поэтому карбонами надо быть очень осторожными. Вот ты сейчас заговорила про травму. Мы вот те люди, которые по телевизору смотрим, мы только вот внешнюю сторону смотрим. А то, что вот человек, спортсмен готовился, где-то получил травму, и все равно надо выйти на старт. Вот где это было? Ну вот сошла, когда вот бежала в Словакии, тогда у меня травма заднего бедра была. И бежала с травмой в Белгороде. У меня зажал седалищный нерв, и я вот левую ногу вообще не чувствовала. Она меня не слышала, левая нога, я просто ее бросала. И вот я не люблю говорить о травмах перед стартом, потому что, ну, это нарушает психологический настрой меня, и не хотела, чтобы знали соперники, что у меня есть травма. Вот. И вот в Белгороде у меня вот такая проблема была, что после 10 километров нога переставала меня слышать. Ну, как будто она просто уснула, и все. Ты бросаешь, и ты не толкаешься, нет. Ты только правой ногой толкаешься, а левая просто болтается. Ну, травмы бывают. Но у меня хороший врач, доктор в Якутске. Он мне помогает, вот Рева Захарович, который, сколько лет я с ним уже работаю, он мне помогает. С этой травмой даже вылечил. Благодаря ему я вот этот старт хорошо пробежала. Давайте вспомним тот момент, когда ты вот зашла на пьедестал почета азиатских игр. Что ты почувствовала при этом? Я же очень эмоциональный человек, и
тогда я вообще ничего не почувствовала. Просто я хотела пробежать по нормативу. Этот норматив уже сколько лет я пытаюсь этот нормативу пробежать. Норматив не дался. И я очень была расстроена, что пробежала 2:20. Я по месту вообще не думала. Мне надо было бежать по нормативу. Вот. Норматив не случился, я была расстроена. Как-то как будто вот не выполнила ту задачу, за которую я гналась столько времени. Потом я вечером только осознала, что оказывается, что я сделала. Это самое большое достижение пока в моей жизни. Азиатские игры. Как-то вот вечером только вот в комнате мне пришло осознание, что я же третья в азиатских играх, типа. Это же очень здорово. А до этого я была собой недовольна. Она очень тяжелая медалька. Где-то 500 грамм, наверное. О, такая толстая. Сбоку покажи-ка. О. Как мой палец. Красивая медаль. Красивая медаль. После награждения мы очень долго сидели на пресс-конференции. У меня чуть шея не отвалилась. Очень тяжелая. Даже после марафона еще очень уставшая была. Вот такой коробочке. Впервые в истории японского спорта, именно по легкой атлетике, медаль, бронзовая медаль Азиатских игр. И немножко слова про Аяла Лазара. Вы вдвоем из Тамалакана и оба завоевали бронзовую медаль. Про него что можете сказать? Я его вообще не видела в Кванчжоу, потому что они жили где-то там 80 километров от Олимпийского городка, потому что их соревнования проходили где-то там. Вот, я его вообще не видела. Вот. Конечно, мысленно за него болела, смотрела, очень рада была за его победу. Аял молодец. Очень радует то, что мы оба с Тамалакана, маленького городка, из маленькой деревни. Нас там очень любят, поддерживают, болеют за нас. Ну что ж, пожелаем вам дальнейших успешных стартов, и чтобы ты именно возможно, выполнила олимпийский норматив, возможно, в любом случае, чтобы ты попала в свои мечты, Олимпийские игры, которые будут проходить в следующем году в Париже. Спасибо большое. Я раньше говорила, Олимпиада это моя мечта, а сейчас говорю, что это моя цель. Давай, спасибо. Софтер можно что угодно брать. Кофейный аппарат. Просто фантастика. Можно себе Hello. Hi. Качество. Был автобус Тернан. التلقاء رجع في الشرطة للسنسة أنه بين المقام مضمن في تحت السنسة кушать идут.
这是吉尔吉斯斯坦选手女子选手在亚运会的第一枚奖牌，第一枚马拉松奖牌，恭喜吉尔吉斯斯坦选手。女士们、先生们，好，奖嘉宾入